Небольшое село Гамурзиево, расположенное в центре Назрановской долины, между двумя реками Назранки и Сунжи, имеет насыщенную и богатую историю. Известно, что в начале XIX века территория села представляла собой множество разрозненных хуторов из представителей разных фамилий. Попытка царской России объединить их в единый центр для облегчения надзора приводит к знаменитому Назрановскому возмущению 1856 года. В 1858 году создали на плоскости несколько крупных селений. Но ингуши возмутились против этого указа и отказались селиться в больших селениях, но они тогда еще думали, что они еще находятся в союзнических отношениях с Россией, но они не считали себя подданными. И поэтому решили, что они имеют право возмущаться. В результате это возмущение было подавлено военной силой, было много убитых, 4 казнили. И те офицеры, которые отличились при подавлении этого восстания, в дальнейшем были поставлены старшинами во вновь созданных крупных селениях. Вопрос о том, кто стал основателем села, носит спорный характер, но известно из исторических справок и воспоминаний потомков, что село названо в честь Дашлако Гамурзиева. 9 июня 1843 года Дашлако Гамурзиев поставил свою подпись под обращением на имя Николая I. А в 1853 году после Назрановского возмущения был назначен главой уже объединенного села. Так и закрепилось название села Гамурзиево, а на ингушском языке Дашлака-юрт. По нашей традиции мы даем селам название по имени человека, а по русской традиции даются по фамилии. Дашлако Гамурзиев, он вообще относится к роду Богатырев, и Богатырев Дашлако Гамурзиевич. Как тогда вводилось, как по имени отца его записали в документах, он был юнкером на царской службе, написали его фамилию по имени отца Гамурзиевым. И вот с 1858 года вот это село носит название Гамурзиево. Дашлако, в честь которого вошло в историю название этого селения, был Дашлако Гамурзиев. Будучи молодым человеком, он состоял на службе в царской армии, был подпоручиком царской армии, воевал на Кавказской войне против Шамиля, и в ходе этой войны имел награды, получил награды. В своей деятельности он считал, что цивилизованное развитие ингушей было связано и в последующем было связано с Россией. В день памяти отцу-основателя села вдоль федеральной трассы Кавказ идет работа по установлению каменного памятника. Осталось увековечить его именем Дашлако Гамурзиева. Официальное открытие памятника планируется в мае месяце этого года. Богатой является не только история названия села. В недрах ее земли археологами не раз обнаружены уникальные исторические находки, которые свидетельствуют о заселении этого района людьми еще 40 тысяч лет назад. В последующем территория заселялась в эпоху Бронзового века. Регион это заселялось людьми Бронзового века, чему доказательство вот как раз таки вот эти фрагменты керамики различных форм, различных окрасок, консистенции, структуры, которые мы фиксируем вдоль трассы Кавказа, вот недалеко от знаменитой нашей Назрановской крепости. В 2000 году вдоль трассы Кавказ найдено древнее городище, где в ходе археологических раскопок были обнаружены предметы, датируемые IV-II веком до нашей эры и X-XIII веком нашей эры. Слой пепла, обнаруженный в ходе раскопок, археологи трактовали как свидетельство о гибели городища в результате монголо-татарского нашествия. Расположение древнего города, по мнению археолога Умалата Гадиева, имело стратегическое значение географического и экономического характера.
В 2000 году мы здесь обнаружили каменные формы для отливки бронзовых черепов, фрагменты зернотерок, в общем, различные сосуды, в том числе и сосуды типа дуршлага. В эпоху раннего Средневековья на этом очень важном с точки зрения стратегического расположения месте возникло уже поселение эпохи Средневековья. Видите, место, на котором мы сейчас стоим, оно отличается выгодными географическими условиями, ландшафтными условиями, топографическими. Дело в том, что вот это узкое дефиле, на котором расположено современное село Камырзиево, оно с двух сторон омывается, во-первых, рекой Сунжа, достаточно многоводная в свое время. Дело в том, что еще немецкий исследователь Штедер, другие в конце 18-го, начале 19 века отмечали многоводность реки Сунжи, и что отмечали, что перейти Сунжу можно было только вброд или в тех местах, которые как раз таки были обустроены для пеших переходов. А уже с другой стороны к этому дефиле примыкала болотистая топкая лужа реки Нясырки, которую мы сегодня называем. То есть с трех сторон здесь была очень хорошая защищенная позиция. И не зря еще и в древности, и в Средневековье люди поселялись именно на этом месте. О стратегически удобном расположении села свидетельствует и то, что на территории Гамурзиевского округа находится Назрановская крепость. В народе этот район так и называется – крепостью. Стены крепости, возведенные войсками царской России, помнят немало событий. Наиболее яркой страницей в ее истории стала попытка осады ее войсками имама Шамиля. Сегодня от былой величавой крепости остался фрагмент вот этой стены. С этим теперь уже историческим памятником связаны многие значимые события в жизни жителей как самого села, так и всего ингушского народа. В 1832 году с участием ингушей было отбито нападение войска Гази Мухаммеда на Назрановское укрепление. В мае-июне 1858 года под крепостью вспыхнуло Назрановское восстание, а в 1841 году после трехдневной битвы было нанесено поражение войскам имама Шамиля. Первоначально обосновался в районе Газюрту, но выдвинулся сюда, вот на этот хребет, на этот холм, и стал со своим станом именно здесь, на вершине вот этой небольшой продолговатой горы. С тех пор эта гора получила название у ингушей как Шамиль-Гувалдск, то есть гора Шамиля. Вот это как бы свидетельство как раз пребывания здесь Шамиля вот в апреле 1941 года. Сегодня на территории древнего архитектурного строения находится Назрановская городская больница, которая была открыта еще в 1920 году. Каждое село имеет своих героев, имена которых не забыты и являются образцом мужества и отваги. Их имена остались в памяти села. Так, в 8-й школе в зале боевой славы представлены стенды, посвященные ярким личностям села. Очень много известных людей вышло из этого села. Боголов Дреш. Старик прожил 100 с лишним лет. Сегодня тамадой этого села является Боголов Башир. Многие села сегодня завидуют такому тамаде, как он. Добриев Улби был человек, которого приглашали на некоторые семейные драмы, чтобы он к миру привел этих людей. Его сын Юнус, ветеран войны был. Жителем этого села был Чаджоев Алхаст, старик. Этих уже их нету, этих всех я перечисляю, наиболее известных людей этого села. Очень сильно заикался старик, но когда он читал зикр,
люди заслушивались. Надо отдать должное. Известнейший арабист Куркиев Магомед Кутиевич, о котором переводчик Корана Крачковский в своих воспоминаниях по следам арабских рукописей пишет, что в 20-х годах у него учились 2 ингуша, которые настолько в совершенстве владели старым стилем арабского стихосложения, что ответы на экзаменах писали в стихах. Перечислять можно много, потому что мой брат, 28 лет отдавший советской и российской армии, всегда говорил: «Мычару гаш, душу юртарус» из Золотого Села. Да? Почти любую фамилию в этом селе возьми, имеются известные личности. Народный писатель республики, знаток арабистики, поэт, писатель, просветитель, переводчик Азиев Салман Исмаилович являлся жителем села Гамурзиево. В 1924 году он первый раз печатает свое стихотворение «Ингушский народ и учеба». Известный русский писатель Владимир Ставский назвал Салмана Азиева пионером ингушской поэзии. В наследие ингушскому народу Салман оставил большое количество сборников стихотворений, такие как «Путь счастья», «Горный сокол», «Пути славы», «Следы жизни», «Жизнь улыбается мне» и многие-многие другие. Доходилат сон вахр, доходок одел ходят. Скахалкуш азмил яхр, тахка дух штел ходят. Язов делга сот адянны, тейнен пальги сирделер. Кулгыш, толгыш эгаденны, хадат вич белхыр. Это был высоко эрудированный, высоко культурный человек во всех отношениях. Кто бы ни входил, сын, дочь, сноха или глубокий старец, для него разницы не было. Он вставал в полный рост, должен был встретить стоя. Даже если входил внук, бывало, он вставал. А печататься он начал с первых номеров газеты «Сердало». 17 июня 23 года в 4-м номере газеты «Сердало» было опубликовано его вот это вот обращение «Галай махкачу кегейчинахага» к ингушским старикам и молодежи. Обращение было, призывающее их учиться, учиться, учиться. В 8-й школе история запечатлена не только в именах и фамилиях легендарных людей, но и в материальной культуре народа. Музей, созданный в школе, передает дух и культуру ингушей. Музей не раз выигрывал на межшкольных музейных конкурсах. У нас есть кружок историко-краеведческий, который возглавляет замдиректора по воспитательной работе Албакова Фирдоса Усаговна. И вот она контролирует и постоянно пополняет исторические новшества, вводит, вернее, собирает исторические материалы и обновляет музей. Также у нас дети очень сильно заинтересованы в том, чтобы именно этот музей был прославлен. Вот скоро стоит у нас конкурс. Мы много раз участвовали в конкурсах различных музеев школы, и мы выигрывали. И вот сейчас у нас в апреле тоже назначен конкурс, и вот опять надеемся выиграть. Будучи выпускницей этой школы, Роза после университета вновь приходит в родные стены, но уже учителем, а с 2011 года является директором школы. Сегодня и другие выпускники этой школы работают здесь, передавая подрастающему поколению свои знания и умения. Выпускниками нашей школы являются преподаватели университета, являются известные спортсмены. Я сама являюсь выпускницей своей же школы, где я сейчас работаю директором. Очень много учителей у нас работают, являются выпускниками нашей школы. То есть они отучились, вернулись. Если бы было плохо, я думаю, они вернулись бы к нам. Село Гамурзиево по праву можно назвать образовательным центром Ингушетии. В 1868 году в стенах крепости была учреждена Назрановская горская школа, первое в Ингушетии светское учебное заведение. Сегодня в селе 4 школы, одна из которых – школа начальных классов, созданная еще в 1924 году.
В течение нескольких лет это учебное заведение было единственным на территории Гамурзиевского района. Интересна эта школа и по своему архитектурному строению. Построенная из камня, она как будто является напоминанием о жизни ингушских предков. В 1924 году началось строительство этой школы. Строителем был житель Троицка, казак. Строил он один. Строительный материал, то есть камни, привозились с реки Сунжи. Строитель был неграмотный. Когда его по окончанию работы, когда его попросили расписаться, он макнул палец в чернила и так поставил отпечаток пальца на ведомстве. В 1928 году вблизи крепости открыли первый на территории Ингушетии Общегорский зоотехнический ветеринарный техникум. Позже его переименовали в совхозтехникум, а в 1998 году преобразован в Назрановский аграрный техникум имени видного политического деятеля Ингушетии Идриса Зязикова. Наш техникум образован в 1928 году в бывшей столице Ингушетии во Владикавказе. И в 1930 году он перешел в селение Гамурзиево, место, где он сейчас расположен в данное время. И всегда профилирующие учебные заведения, он у нас всегда был профилирующим учебным заведением, выпускающий специальности среднего звена для сельского хозяйства. И сейчас это единственное учебное заведение, где выпускают зоотехников и ветеринаров для сельского хозяйства нашей республики. Ингушский государственный университет, основанный в 1994 году, первое высшее учебное заведение на территории Ингушетии и один из молодых вузов в России. Первый корпус на территории Гамурзиева был построен в 1997 году. В дальнейшем желание ингушской молодежи получить высшее образование способствовало созданию 3 новых корпусов на территории села. Так, в 2005 году был открыт корпус химико-биологического факультета, а в 2008 году введен в строй корпус для экономического и исторического факультетов, а в 2012 году своих первых студентов встретил и юридический факультет. Сегодня в университете обучается более 10 тысяч студентов. Начиная с 1997 года здесь, в Гамурзиево, у нас построен целый комплекс зданий, корпусов. Мы, конечно, начинали в 1994 году, был открыт университет в станице Орджоникидзевской, в неприспособленных для учебного процесса помещениях. И вот с 1997 года мы уже некоторые специальности, некоторые кафедры у нас перешли здесь, в Гамурзиево стали. Желание приобщиться к науке у студентов и молодых аспирантов воплотилось в проведении уже традиционной для университета научно-практической конференции «Молодые исследователи в поиске», которая ежегодно проходит в апреле. Большим достижением университета стало участие студентов в международных, всероссийских и региональных конференциях, где они демонстрируют свои знания, умения и навыки, и, главное, получают призовые места. По количеству уже имеющихся на учебных заведений на территории Гамурзиева можно с уверенностью сказать, что просвещение – это одна из приоритетных задач жителей села. Научная деятельность университета, она заключается в максимальном развитии научной работы на основе фундаментальных и прикладных исследований. Это профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов. Это, во-первых. Во-вторых, значит, в максимальном привлечении студентов и аспирантов к выполнению реальной работы, научно-исследовательской работы. И самое главное, это профессорско-преподавательский состав, участие профессорско-преподавательского состава студентов, аспирантов в международных, всероссийских, региональных конференциях, форумах различного уровня с изданием материалов, научных исследований, которые проводятся на кафедрах университета. И вот очень важно сейчас при мониторинге эффективности вузов, при оценке эффективности вузов, значит, вот этот показатель, публикационная активность профессорско-преподавательского состава. Поэтому эта работа очень активно ведется сейчас в университете у нас.
Гамурзиево входит в состав Назрановского района. Здесь проживает около 7000 жителей, более 50 фамилий, в числе которых Баголовы, Богатыревы, Барахоевы, Добриевы, Гамурзиевы, Азиевы, Тумгоевы, Саговы и многие-многие другие. Наличие образовательных центров на территории села является хорошим подспорьем для занятости населения, и поэтому местная администрация планирует создать новые рабочие места. Много чего изменилось, можно сказать, по инфраструктуре. Строящийся садик по линии ФЦП, заложена школа в районе новостроек на 540 мест. И как бы в 2015 году, в 2016 году, думаю, до 2016 года по линии ФЦП заложена школа, 540 мест. И дом культуры, и ФОК, такие объекты будут строиться у нас. Большим подарком для жителей села стало строительство соборной мечети, рассчитанной на более чем 2500 мест. В строящемся объекте предусматриваются все нюансы, вплоть до пандусов для людей с ограниченными возможностями. Огромный позолоченный 11-тонный купол станет настоящим украшением села. Мечеть будет носить имя Абдурахмана Хаджи Акталиева Азиева, первого ингушского ученого-арабиста и жителя села Гамурзиево. Старая мечеть у нас была рассчитана всего на 600 мест. Нам надо как минимум 2000 мест, чтобы охватить всех жителей нашего села. Первый ученый Алим, который в Стамбуле закончил высшее духовное заведение учебное, был Азиев Абдурахман Хаджи, который первым имамом у нас был здесь в мечети и первым кадием у нас в Ингушетии. Это мечеть, которая возводится, названа его именем, так как он первым имамом у нас здесь был в селе. История гласит, что в 1847 году Кунта Хаджи Кишиев посетил село Гамурзиево. По преданию, на месте, где Кунта Хаджи брал омовение, пробил источник кристальной чистоты. Сегодня родник огорожен и охраняем самими жителями села, которые приходят, чтобы напиться этой чистой родниковой водой. До недавнего времени по древнему ингушскому обычаю к этому месту после свадебного торжества невесту приводили к роднику за водой. Ислам, как религия, зародился в этом селе. Сам Дошлух Гамурзиев, он был сподвижником Кунта Хаджи. И вот когда ингуши, значит, частично принимали сель, вот с этого села все начиналось. Есть место, где Кунта Хаджи несколько раз, значит, посещал это село. Он, значит, принимал омовение у родника. Ныне находится этот родник в этом селе. Село Гамурзиево – один из удивительных уголков нашей большой родины. Это село вобрало в себе богатую историю, археологию, науку и даже первые религиозные начинания ингушского народа. А какая здесь природа! С одной стороны высокие, густо заросшие деревьями холмы, а внизу витиеватая река Сунжа. С другой стороны дома известных людей, которые внесли неоценимый вклад в это неординарное и уникальное место под названием Гамурзиево.